Но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству. 2 трети отправляются в Москву, а в коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда... В медицине, в образовании истощаются кадры. Здесь есть часть объективных процессов, это нужно признать, но есть и постоянный отрицательный отбор, специальный, сознательный, когда у нас приходят министры, не министры, на которых стыдно посмотреть, без слез не посмотришь, когда у нас приходят люди, которые никакого отношения не имеют к республике. И в этом году, например, если говорить, к примеру, про депутатские выборы, то те манипуляции, которые были сделаны для того, чтобы одних провести в депутаты, а других не сделать, не дать сделать возможность стать депутатами, это тоже результат отрицательного отбора, потому что выборы – это и есть как раз один из главных механизмов позитивного отбора, где должен побеждать сильнейший в трудной, в тяжелой борьбе, должен побеждать сильнейший. А побеждают те, кого назначили, и это очень часто те, кого я называю политические мумии. Это те, кто десятилетиями сидят в этом госсовете, и у которых осталось одно только кивательное движение по отношению к власти. Больше вами это некоторое количество картонных дурилок от псевдопартий, задача которых была украсть голоса главным образом у КПРФ, и вот несколько человек таких прошло. Ну и прошло некоторое количество независимых депутатов. Посмотрим сейчас, какие будут назначения министров. Я думаю, здесь тоже будет процесс отрицательного отбора. Или посмотрим, значит, кто у нас стал от республики сенаторами. Понимаете, когда сенаторами от республики становится человек, у которого здесь нету ничего, ни родных могил, ни родного дома, ни даже бизнеса, ничего нету, то рассчитывать на то, что такой человек будет отстаивать интересы жителей республики, просто смешно. Просто смешно. И непонятно, почему мы, жители Коми, каждый раз, когда приходит новый губернатор, которого нам спускают из Кремля, мы рассчитываем на то, что он приезжает, чтобы нас что-то у нас тут умножить. Друзья мои, эти люди приезжают для того, чтобы делить. Больше ни для чего. Делить. Это единственная их функция, и по-другому они не могут. Этот процесс отрицательного отбора должен быть как-то остановлен. Сегодня в студии я, издатель интернет-журнала «7 на 7», и мой гость Алексей Габов, лидер крупнейшей национальной организации республики Коми Войтер. И я прямо хочу начать с того, чтобы задать ему вопрос. Алексей, когда Коми национальное движение поведет нас, всех остальных жителей республики, отстаивать права? Потому что вы первые должны быть инициаторами отстаивания прав нас, постоянных жителей республики. Когда это случится, наконец? Видеоуланы Дона Йортиас. Вопрос на самом деле очень серьезный, очень такой, я думаю, даже и острый, поэтому мы, в принципе, здесь и находимся. Я вам честно скажу, общественная организация Коми Войтер 30 лет, да, и на протяжении всего этого времени, особенно если мы посмотрим самое начало, когда все начиналось, наверное, как раз во время Ельцина, во время Спиридонова, общественная организация очень сильно набирала свои обороты. И ее реально уважали, ее реально знали. И многие как раз, и даже сегодняшние лидеры Коми народа, они вышли именно благодаря Коми Войтер. Правильно совершенно хочу заметить, что в последнее время общественная организация Коми Войтер, наверное, стала не такой острой, не такой яркой и не такой кусачей, как было раньше. Но времена меняются. Времена меняются. Вы прекрасно видите, что и жизнь меняется. Поэтому, когда встать и начинать какие-то восстания, мое личное мнение, я против восстаний. Я против революций. Я человек, который себя считаю лидером, но считаю таким образом, что нужно садиться за стол переговоров, разговаривать конкретно и четко, и говорить, где белое, где черное, и приходить к какому-то единому мнению. Понятно, что просто сидеть и молчать, и смотреть, когда с каждым днем становится жить все хуже и хуже, это нереально, это ненормально. Но я сам был, к сожалению, к своему великому сожалению,
неоднократным свидетелем, когда наши же коренные, свои же люди не хотят ничего менять. И это, к сожалению, очень обидно. Те же самые коми-люди. Когда ты им приезжаешь, разговариваешь, говоришь с ними в глаза, когда ты пытаешься им объяснить, что зависит все от тебя в том числе, и когда этот же коренной человек, к сожалению, есть два варианта. Первый, или вообще ничего не сделает и развернется, и уйдет, и ничего не будет делать. Вот он увидел, что на сегодняшний день ему нужно с утра встать, наколоть дрова, сходить в лес и какие-то свои вещи. Все, никакой политики. Его ничего не интересует. Второй человек может посмотреть тебе в глаза, сказать, что да, ты прав, да, все правильно, а ты только уходишь, и тебе может воткнуть нож в спину. К сожалению, это на сегодняшний момент, оно очень сильно развито. И мы те люди, которые пока сами не осознаем, что ты и от тебя лично, от каждого зависит завтрашняя жизнь, и ты должен сам лично принимать участие активное. Не только разговаривать, но и работать. Создавать рабочие места, создавать предприятия. Когда я приехал, извините меня, в один из районов, я не буду говорить в какой, и директор ждет совхоза, когда кто-то придет и поможет ему и сделает за него, привезут людей, или, не знаю, научат. Извините меня, пока мы сами этого ничего не будем делать, никто ничего не поменяет. И мне очень нравятся слова Маяковского. Единица ноль. Голос единицы тоньше писка. Да кто его услышит? Разве жена? Да и то, если не на базаре, а близко. На самом деле я человек прямолинейный, прямой. Я никогда не забуду Царство Небесное Игоря Леонидовича Шпектора. Я был депутатом Воркуты, и в один момент он меня вызывает и говорит: Алексей, вот на сессии 36 вопросов. Ты против, идешь 6 вопросов. Ты идешь против меня. Ты когда меня будешь поддерживать? Я говорю: Игорь Леонидович, 30 вопросов я поддерживаю. 6 я не буду их поддерживать принципиально. Я не буду голосовать за то, чтобы увеличение холодной воды, норматив, тогда еще не было счетчиков, на одного человека 300 литров в сутки. Я не буду за это голосовать. И когда мы с ним не нашли общего языка, были предприняты определенные меры, но я честно вам скажу, я не сломался. Я на белое говорил белое, на черное говорил черное. Но при этом ты должен чувствовать, что у тебя есть единая команда. Ты должен чувствовать, что у тебя есть поддержка. И ты тогда можешь идти и разговаривать открыто и честно, и заявлять реальные права. Но когда я пошел баллотироваться, не буду опять называть районы, но мои коренные коми, с кем я разговариваю на коми-языке, мне лично говорят: Алексей Иванович, мы тебя уважаем, да, мы тебя знаем, но мы не будем тебя поддерживать, представители коми-войтера. Это нормально? Вот в чем проблема. А проблема самая главная в нас. И проблема в тех людях, которые на сегодняшний день, к сожалению, так получилось, что общественная организация на 90% это бюджетники. И мы прекрасно понимаем, что каждый из нас хочет кушать. А это партия власти. И есть определенная задача и определенная цель. И даже человек может понимать и знать о том, что какие-то решения принимаются неправильно, но, к сожалению, он будет делать именно так. Но это мы сами допускаем этого. Это наши люди, мы, жители республики. Почему нет такого в Татарстане? Да потому что там каждый говорит на своем языке. Там, как только ребенок родился, они все говорят, у них все дети, внуки и так далее. Они любят свою культуру, они любят свой язык. И куда ни посмотри, во всех министерствах татары, в органы в прокуратуре татары, в правительстве татары. Почему? Я хочу привести один огромный пример. У меня есть знакомые, у которых 12 братьев и сестер рождены в республике Коми. 12 братьев и сестер. У них у каждого 2-3 детей.
Ни один не говорит на своем языке. Ни один, хотя и мужья есть, и жены коми и так далее. Когда я приехал в Усть-Куломский район, и когда провожу родительское собрание и говорю родителям, выбирайте язык коми как государственный, на что мне говорят родители, а зачем? У меня ребенок говорит на коми языке. Зачем я буду выбирать? Для чего? Он и так уже разговаривает. Честно говоря, я вот очень жалею, я хорошо учился в школе, и очень жалею, что в те годы коми не было обязательным у нас. Я точно, сейчас бы я его хорошо знал, и, значит, а как добиться того, чтобы коми-язык стал действительно используемым и для того, чтобы родители были мотивированы, на самом деле очень просто. Ведь очень просто. Ну, вот условно госслужба, там, да, включая силовые структуры здешние, включая 20 тысяч прибавки, и все начнут учить коми-язык. Неважно, кто ты по национальности, да? 20 тысяч, там, 15 тысяч прибавки к зарплате, и все выучат коми-язык. Ну, там, во всяком случае, абсолютное большинство. Нужна политическая воля и нужно лоббирование таких организаций, как Коми-Войтер. На самом деле, я думаю, что вот, ну, мы, например, да, как СМИ, там, и я, там, как общественный, я бы поддержал это обеими руками. Потому что дело в том, что это не интерес одних только коми. Значит, вот это вот этническое своеобразие региона – это гигантское совершенно экономическое преимущество. Вот. Это, к сожалению, неосознанно значительной частью населения. Это туризм, это вот это своеобразие, там, да, это вообще, значит, это просто ну, инвестиционная привлекательность региона. И когда люди осознают, насколько это важно, насколько это просто вот, ну, условно в цифрах, там, да, плюс 10% там, к ВВП, там, да, вот, то есть это, вот, люди должны понимать, что вот если язык и культура коми здесь будут хорошо развиваться, будут повсеместно представлены, будут везде, вот, у них там на 10% в кармане денег будет больше. Связь это не прямая, но это можно с цифрами в руках доказать по тем регионам, где это было сделано. Леонид, мы пытались и не один раз говорили на эту тему и обсуждали с предыдущим руководством и так далее. Честно скажу, на сегодняшний день в Российской Федерации это нереально. Это идет противоречие закону Российской Федерации, поэтому единственный один момент. Сейчас президент сделал Российской Федерации фонд поддержки родных языков. У него есть такой фонд. Вот я вижу, что создание фонда при главе Республики Коми поддержки родных языков, аналогичная ситуация может привести именно к тем вещам, мотивации детей изучения языка. Это в каком плане? Если ребенок закончил у тебя школу, у него в аттестате имеется, значит, коми-язык, коми-литература, есть хорошая оценка, то ты получаешь возможность учебы на бюджетной основе, ты получаешь дополнительную стипендию, и при этом ты получаешь, вообще на сегодняшний день, к сожалению, у нас в республике, да, мне кажется, вообще в России, не ведется кадровой политики. Что такое кадровая политика? Да? Это когда любое министерство, это когда любой, значит, руководитель управления на местах в районе знает, что через 5 лет у него уйдет специалист, там, библиотекарь на пенсию, уйдет учитель такой-то на пенсию, там, физкультуры, физики, разницы нету, фельдшер, там, может быть, уйдет какой-то врач там, и так далее и тому подобное. Соответственно, он должен подготовить ребенка на бюджетной основе. И вот когда в этом случае будет родители знать, что ребенок, изучая коренной коми-язык в своем районе, в своей деревне, возможность появляется поступления на бюджетной основе, это первое. Второе – стипендия. И третье, что через 5 лет он 100% себе получит работу, обучившись на ветеринара, обучившись на фельдшера или там на того специалиста, который понадобится через 5 лет. И вот эта кадровая политика должна вестись по всем муниципалитетам, по всем министерствам, и каждый должен понимать и обучить ребенка именно бесплатно за счет бюджета
И тогда было бы правильно. А у нас ведется обратная кадровая политика, на самом деле. Сейчас к нам привезут кучу каких-то штрафников из разных регионов и сделают министрами. Вот. Эти люди потом, так же как Гапликов, когда через месяц после того, как он ушел, ему зададут вопрос про республику Коми, он скажет: я не знаю республику Коми, кто это такое. Да? Это человек, который ходил здесь и всем говорил: мы Коми, мы жители Коми. Я не знаю такую республику, отвечает этот человек. Понимаете? И как можно допускать, чтобы эти люди управляли нами? Как это? Вот. Здесь я хочу сейчас передать микрофон Сергею Марохину. Он скажет несколько слов о своем видении того, что происходит в сельских районах. Потому что там-то в кадровом смысле вообще просто катастрофа. Да. Добрый вечер. Немного истории. Ну, как известно, 30-е, 40-е годы в нашем крае было очень много ссыльных. Это поляки, литовцы, немцы. Так вот, из своей журналистской практики я вспоминаю случай, который произошел на закате советской власти. В село Ип, Сыктывдинский район, приехала семья из Польши поклониться родным могилкам, поправить их. Так вот, они в селе Ип не были 40 лет, их удивило. Они сказали, что у вас по-прежнему ничего не поменялось. Такие старенькие домики, дороги плохонькие. То есть они были немножко удивлены тем, что у нас ничего не развивалось. Это на закате советской власти, когда у нас все-таки и дома культуры появлялись, и как бы и жилье строилось. Потом наступила перестройка. За перестройкой последовал, скажем так, дикий периферийный капитализм наступил у нас. И сегодня бедность, безработица, житель Коми села – это слова одного порядка, к сожалению. И поэтому мы сегодня видим вымывание из сельских районов учреждений культуры, здравоохранения, школы закрываются. Но самое обидное, вот, что меня вот сильно возмущает, что вот позапрошлом году у нас была принята людоедская пенсионная реформа, а как известно, у нас в сельской местности редкий мужик доживает до 60 лет. То есть это получается случай, когда люди живут, то, что плохо, это одно, а то, что у них еще и пенсию отобрали, на которую они рассчитывали, это вдвойне какое-то сходство. И тем не менее, эти все вот нововведения сельские жители как-то восприняли спокойно. Ну, дикоросы есть, урожай картофеля есть, и как бы вот и живут. Это вот для меня вот самая такая вот обидная вот ситуация. И сегодня мы что видим? Те люди, которые проводили эту пенсионную реформу у нас в республике, они сегодня также сидят в Госсовете, то есть у них ничего не поменялось. Они опять прошли в парламент. И очевидно, что в ближайшие 5 лет у нас практически ничего не поменяется. И поэтому, честно говоря, мне бы хотелось от национального движения Коми Войтер одного, значит, понять, что движение – это не только… Движение – это я все-таки как оптимист считаю, что это должно быть вперед, а не назад. И поэтому вот в лице лидеров движения Коми Войтер я надеюсь, что это движение будет все-таки вперед у нас. Мы все-таки оптимистами будем и надеяться, что лучшие времена у нас все-таки, наверное, будут впереди. Спасибо, Сергей. Друзья, еще раз напоминаю, мы сегодня в студии Револьт-центра, и у нас сегодня очередное ток-шоу «Отрицательный отбор», и у нас в гостях Алексей Габов, лидер республиканского, важнейшего, крупнейшего республиканского национального движения Коми Войтер. И мы говорим о том, что год за годом и десятилетие за десятилетием в республике осуществляется продвижение худших из-за движения лучших. И началось это, на мой взгляд, со времен, когда исчез, к сожалению, проиграл выборы, перестал быть главой Юрий Алексеевич Спиридонов. И хочется вспомнить его времена, потому что тогда он мог себе позволить держать вокруг себя и около себя самых лучших, самых сильных. Он не боялся этого соперничества.
украли мандат? Вспоминали Юрия Алексеевича Спиридонова. Те времена, когда отрицательного отбора в республике не было. Алексей, вот очевидно же, что выборы в том виде, в котором они сейчас проходят, это один из главных механизмов отрицательного отбора. И я хочу сказать с большевистской прямотой. Алексей, у тебя ведь украли мандат в этом году. Ты должен был выиграть эти выборы. Так ведь? Ну, если честно, я был уверен в том, что я выиграю выборы. Иначе зачем идти, если изначально ты понимаешь, что ты не выигрываешь, да? Это то же самое, как значит, пойти драться в боксе, в каком-то спорте, вставать на ринг, не подготовившись, не имея какой-то тренировки специальной, идти на чемпионат мира, выходить, выставлять свою кандидатуру. Да? Поэтому, естественно, я был уверен в том, что мои люди, коренные люди, земляки, прекрасно все знают, что Краткеровский район для меня это тоже родной район, у меня теща оттуда. У меня там производство, переработка дикоросов, это иван-чая. Мы занимаемся. Во многих населенных пунктах собирают, значит, дикоросы у меня. Люди работают, я даю рабочие места. Соответственно, по фамилии Самоугабов, оно, в принципе, с Краткеровского района. И родом, хотя я сам с Усть-Куломского района, соответственно, родственников у меня что в Краткеровском районе, что в Усть-Куломском районе. Друзей очень-очень много. Согласен, по Троицко-Печерскому району не так много было, скажем, возможностей, и я мог бы 100% сказать, что да, Троицко-Печерский район, я 100% будет за мной победа, но в любом случае я понимал, что есть представительство Коми Войтер, я понимал, что в каждом районе эти представительства есть, и я был больше уверен, что насколько я знаю, ты прошел реально от двери к двери, что называется, да? Я встретился с тысячами людей, так ведь? Я проехал каждый населенный пункт, я был везде, встречался практически со всеми, но есть два момента. Первый момент. В любом случае против меня был административный ресурс. Как бы мы этого ни говорили и не хотели закрывать на это глаза, административный ресурс, он присутствовал, он был. И, естественно, когда в одном из районов, да, мне были договоренности встретиться в библиотеке с молодежью, которая уже работает, мне назначено было время, за полчаса мне звонят и говорят, вам, к сожалению, отказали. Я говорю, почему? Заранее пишите заявку, заранее там еще что-то про коронавирус начали. Я говорю, ну другие же почему-то кандидаты могут приходить, разговаривать. Я согласен, в школу нельзя. Это и всем было сказано, в школу посещать нельзя там, и так далее. Школьное учреждение. То есть это никто не имел права туда посещать. Вот. Но библиотеки открыты были. Вот. Аналогичная ситуация у меня была еще в одном учреждении. Когда я встречался с главой, мне четко, конкретно было сказано о том, что мы не можем идти, да, руководителям, мы не можем идти против партии власти. Нам сказано, что вот напишите заявление, мы когда-нибудь рассмотрим, подумаем, определим вам время, и вы, естественно, тогда уже просто придете и встретитесь с людьми. И за счет, понятно, что идти против течения намного тяжелее, но я прекрасно понимал и знал, что люди встанут, поймут, придут, проголосуют. Но меня больше всего смутило то, что 70% населения не пришло вообще на голосование. Вот это, честно сказать, я не ожидал, я не думал. Даже по Краткеровскому, Усть-Куломскому, Троицко-Печерскому району это огромная цифра. И я думал, что этим людям не безразлично, чтобы прошел свой земляк, со своей, значит, своим родным языком, куда мне бежать-то некуда. И я здесь родился. И не через 10 лет, не через 20 лет я отсюда никогда никуда не уеду. Это моя родина. И кто бы куда ни звал,
это моя жизнь, это моя земля. И поэтому вот мне очень, вот ты Спиридонова показал, да, Леонид, на самом деле очень было приятно. Почему? Потому что мы знали о том, что Спиридонов тоже никуда не уедет. Что Спиридонов после того, когда закончится срок, и когда я к людям приходил и говорил им всем, я говорю, ребят, у меня в Краткеровском районе непочатый край родни. У меня в Усть-Куломском районе непочатый край родни. И каждый меня знает. Мне стыдно будет смотреть в глаза людям, своим родственникам, если я не буду отстаивать интересы нашего района. Соответственно, я хочу, чтобы вы меня выбрали. Мне бежать некуда. И моя самая главная задача, чтобы спустя 5 лет, если я вот как с людьми разговаривал, вы меня поддержите, чтобы мне не было стыдно прийти и посмотреть в глаза. Так вот в этом же и как раз и есть смысл отрицательного отбора. Человек, который имеет какую-то базу поддержки, человек, который связан с этой территорией корнями, людьми, влиянием и так далее. Этот человек не будет такой уж таким флюгером, будучи депутатом. Не так легко его будет склонить в ту и другую сторону. И не так легко, в конце концов, даже купить, потому что он приедет потом куда-то, и ему скажут, слушай, Алексей, да той же теща. Да. Ты что вообще? Ты за что проголосовал вообще? Ты за что, Алексей, ты за что проголосовал? Тебе не стыдно, да? А кто это скажет тем людям, которых тут поизбирали? Да никто не скажет. Вот в этом-то и есть основная суть отрицательного отбора. Люди, которые туда приходят, они никому ничего не должны, кроме тех, кто вложил в них деньги, административный ресурс и так далее. И потом они соответствующим образом голосуют. Я не случайно называю этих людей политическими мумиями и картонными дурилками. Это люди, которые голосуют так, как их попросят на самом деле. И отсюда появляются вот эти вот бесчеловечные, безумные законы, которые штамповал, например, прошлый Госсовет. Я встречался с женщинами молодыми, у которых, условно говоря, вот одинокая женщина, 2 детей. Помнишь, когда отменили вот эту... У меня 3 детей, я все помню. Отменили, вот эту доплату на детский сад, да? Их просто трясло от ненависти, потому что если они как-то до этого выживали с зарплатой 25 тысяч, одна женщина одинокая, то теперь все. Все просто, их бюджету был нанесен непоправимый урон. Это было просто, нужно было видеть этих людей, эмоции этих людей. И кто-то же за это проголосовал. Вот, мы должны вспомнить их поименно, вот этих вот голосующих. Они снова сидят в Госсовете. Эти бессовестные люди снова сидят в Госсовете. Давайте их назовем, давайте им припомним это голосование. Потому что они обездолили тысячи людей. Но они имеют наглость снова баллотироваться. Имеют наглость, имеют бесстыжесть. И мы имеем глупость допустить, чтобы они снова стали депутатами. Леонид, я тебя услышал. К сожалению, они галочки ниоткуда не берутся, и их выбирает народ. Наши люди их опять выбирают. Почему? Вот этот надо вопрос, мне кажется, задать тем, кто конкретно выбирал тех людей, которые на сегодняшний день стали депутатами. Почему именно? Честно скажу, практически 90%, с кем бы я ни разговаривал, когда... Нет, наверное, во всем случае 2 человека, которые мне сказали, что поддерживать меня не будут. 2 человека. Один был единорос, он четко конкретно сказал, что я не буду поддерживать, я от «Единой России». Он был руководителем одного из предприятий в райцентре. Я зашел к нему, я у него услышал, мы с ним вышли, я вышел, прошелся по его всем кабинетам, зашел к девочкам, к пацанам, которые там сидели, со всеми проговорил в каждом кабинете. И никто не хотел поддерживать, каждый из них захотел поддержать меня. Каждый из них. Говорит, а мы тебя будем поддерживать. Но я больше чем уверен, все те люди, которые говорили мне в глаза, что мы тебя поддерживаем, скорее всего, просто не пришли на выборы. Просто сказали. Очень многие говорят, а что идти, там и так все решено. И вот
Мы сами себе позволяем и сами делаем свой выбор. К сожалению, это так. 70% населения, которые не пришли на выборы, они сами сделали свой выбор. Но потом, когда они начинают сидеть на кухне у себя и обсуждать, что все плохо, а что вы сделали? Вот я вот этого не понимаю, если честно. И поэтому на сегодняшний день можно говорить, да, я там хуже, да, там я лучше, там и так далее, что произошел отрицательный отбор, там и так далее, и тому подобное. Но это же не откуда-то берется. Это человек приходит и выбирает. Так это значит, этот сам человек, может быть, я не знаю, зачастую я думаю, может, людям так нравится, когда над ними издеваются или что, я не понимаю. Интересный вопрос. Вот у нас в студии есть Игорь Бобраков, известный журналист и писатель. Он вообще такой, в каком-то смысле, и такой летописец республики. Он может вспомнить те времена, когда демократии было больше. Ну, на самом деле, я думаю, что дело даже не только в личности Спиридонова, которого, кстати сказать, не стоит идеализировать. Человек крайне противоречивый, очень сложный, но сейчас не будем это обсуждать. Но я что хочу сказать. Я действительно помню очень прекрасно начало 90-х годов, и могу сказать с уверенностью, что именно национальное движение, оно стало возрождать, или даже не возрождать, а зарождать гражданское общество, которого не было. И оно, кстати, было самой активной организацией, особенно съезд Коминарода. И более того, это даже напугало в чем-то власть. И напугало, наверное, в чем-то оправданно, потому что испугались, а нет ли сепаратизма. Но очень быстро обнаружилось, что коминациональное движение очень цивилизовано. Никакого сепаратизма, только отстаивание своих прав. И все. Все в рамках закона. Ну вот, и тогда вот, действительно Юрий Алексеевич Спиридонов стал его поддерживать. Даже в Конституцию республики внесли, что съезд Коминарода обладает законодательной инициативой, хотя это на самом деле неверно, это действительно, так сказать, противоречит федеральному законодательству, поэтому это убрали. Вот, что стало меняться с нулевыми годами? Все как-то обнуляется, знаете, у нас вот 0, 0, 0, и все обнуляется. Мне кажется, что просто вот то, что произошло в Коми, во многом отражает то, что происходило в России, когда просто бюрократия решила придавить гражданское общество. И в том числе, в первую очередь, обратили внимание на национальное движение. Съезды Коминарода, ну, понятно, что перестало, ладно, обладать какая-то инициатива, но оно могло все равно их выдвигать через депутатов своих, через кого-то, но съезды Коминарода перестали проводиться, проводились только конференции. Вот. Нет, я хочу поправить, у нас сейчас был... Сейчас, да. Я говорю про нулевые годы. Про нулевые, не сейчас нынешние. Нет, съезды же были. Нет, не было съездов. Очень долгое время не было съездов, были только конференции. До съездов не доходило, потому что очень чувствовала, что власть боялась именно съезда, потому что это очень много людей, и если они скажут свое слово, то это будет не очень. Дальше, вот... 12-й съезд сейчас был, я хочу поспорить, на самом деле съезды проходили, даже были... Да, давайте я потом посмотрю, когда были промежутки между съездами, но поначалу нулевые они проходили очень часто, поэтому наверное, вот и 12-й. По уставу раз в 4 года, но по уставу раз в 4 года, у нас в 2016 году был съезд, сейчас в 2020 году был съезд, и вообще проходили съезды, я вообще в общественной организации с 2000 года, 20 лет уже, возглавлял воркутинское движение Коми Войтер, потом Эжвинское, поэтому я присутствовал на съездах, и я знаю, что... Но какой-то момент все-таки был. И самое главное, что... Ну вот смотрите, вот простой момент. Началось ведь не с Гапликова, началось намного раньше. Началось с нулевых лет. Когда Торлопов, который все время подчеркивал, что он коми-человек, и он действительно, так сказать, местный, но рулил республикой не он. А были, так сказать, такие как Левицкий, Орда, Каблин, которые побыли здесь и умотали. Что-то там сделали свое дело, умотали. Остался Чернов, коренной питерец, несостоявшийся режиссер, сын, правда, очень талантливого режиссера, но сам не состоявшийся. Что он здесь искал, что он здесь нашел? Нашел то, что вот нашел, сидит сейчас, так сказать, в местах столь отдаленных. Второй его друг, сын талантливейшего оператора Владимира Ковзеля, Игорь Владимирович Ковзель. Почему Коми-народ не поднял голос против того, чтобы он стал вторым человеком в республике, председателем Госсовета?
Вот. Человек, который не имеет никакого отношения к республике, явно пришел какие-то со своими интересами, это было очевидно. Но опять же, съезд Коминарода не сказал своего слова. И вот в прошлый раз передача была с Братенковым, и там говорили с комиженцами. Комиженцы, ну, субэтнос, но коми субэтнос. Они не утратили своей энергии, они не утратили своей горячности даже, они продолжают отстаивать свои права. Но я помню, как в Усть-Куломе, в том же, вот, который вы говорите, еще в нулевые годы было очень много неравнодушных людей. Я встречался с депутатами, они там говорили, вопросы какие-то ставили, все. Но потом потихоньку как-то стало все сходить на нет. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что какая-то стала владевать апатия. И, видимо, нужна встряска. И вот еще правильно зашел вопрос о дикоросах. Когда ты писал большой материал на эту тему, вот в конце 80-х, в начале 90-х у нас в Коми начала зарождаться грибоягодная индустрия. У нас стали появляться кругом вот консервы какие-то там. И вот то, что вы занимаетесь этим делом, это очень хорошо, как предприниматель. Но этого мало. Я считаю, что если у нас в качестве основной программы, это, кстати, не моя идея, это все, я как журналист пользуюсь чужими идеями, в том числе это и наш институт это все разрабатывал. И есть пример Томской области, где грибоягодная индустрия работает на полную катушку, где продают местные джемы там из своих ягод, из грибов, маринованных там и так далее. У нас тоже вот было зачастное состояние, а потом сошло почти на нет. А ведь, понимаете, что просто помогать деревне тем, что, не знаю, что-то там деньги давать, но это же ничего не даст. Надо, чтобы люди сами зарабатывали, а на этом они могут зарабатывать. Но это государству придется вкладываться, потому что, кроме как, наверное, государство не получится, чтобы не вкладываться. И это социальный бизнес. Я думаю, что с помощью такого социального бизнеса можно что-то как-то встряхнуть людей. Тогда, может быть, будет меньше апатии. Вот примерно, так сказать, что я думаю. Я полностью согласен с вами в плане того, что создавать рабочие места на селе благодаря нашим дикоросам. Но я никогда не забуду, года 3 назад, наверное, или 2 назад, когда Матрека разорилась, и меня пригласили в Минэк, начали знакомить с новыми людьми, которые будут здесь собирать грибы, будут ягоды собирать, заморозку и так далее. В замороженном виде отсюда увозить. Приехали с Вологды, и Минэк собрал предпринимателей, у кого есть морозильные камеры, кто работал с Матрека, кто собирал. И они говорят, мы готовы опять по таким-то ценам, там, давайте на этот год мы будем заключать договора с вами, мы готовы даже там дать денег на первоначальную закуп продукции. Когда я встал, категорически сказал, ребят, вы ягоды закупаете, дальше что с ними делаете? Они говорят, а мы возим в Вологду, в Вологде перерабатываем, делаем варенье. Я говорю, давайте, я с вами согласен, но мы будем перерабатывать здесь, в республике. Давайте мы здесь сделаем мини-цех по переработке ягод. В одном районе, в другом районе, в третьем районе. Я говорю, и мы можем здесь сделать. На что они сказали, не, нам не интересно. То есть они видят нас как сырьевая база. Просто-напросто. Я категорически против того, чтобы просто собирались грибы, ягоды, увозилось отсюда. Я вам честно скажу, на сегодняшний момент, уже ближе, наверное, к зиме, у нас сейчас мы получаем оборудование, мы возобновляем клюкву в сахарной пудре уже в производственном объеме. Мы будем делать в разовых пакетиках иван-чай именно как Гринфилд, вот, выпускается, и в пирамидках. То есть это никому не секрет, тот же самый чай, я честно скажу, сдавал в Институт биологии, у нас же экологические места. У нас реально экологические места, да. И в Институте биологии у меня есть официальная бумага, в нашем иван-чае после переработки 25 полезных витаминов. Официальная бумага. Так вот, когда я ездил сейчас по районам, они все говорят, а давайте у нас устроим, давайте. Я говорю, ребят, почему вы ждете, что кто-то к вам придет и начнет что-то делать? Ну давайте сами, в том числе, немножко размыслите, подумайте. Ведь один человек не может полностью всю республику охватить. Но я начал делать филиалы, открыл кооператив. Мы в этом году, сначала я сидел только в Каркировском районе, у нас в этом году уже в Усть-Куломском районе вошли в кооператив, купили оборудование, уже в Усть-Куломском районе начали производить. Следующий этап. У меня вот именно я понял, что нужно идти по мини-цехам, делать мини
мини-цеха, небольшие, крупные, как я сейчас первый сделал в Аджироме, в Краткеросском районе, а небольшие мини-цеха и там перерабатывать. Вот это создание рабочих мест, переработка наших дикоросов и дальнейшее мое видение не только ягод и чая, а именно и грибов, и именно варенье то же самое. Сосновых шишек сколько у нас? Почему нельзя делать варенье? Почему нельзя делать еще какие-то моменты? То есть это реальный... Я всегда говорил, у нас деньги лежат под ногами. Мы просто, к сожалению, сами почему-то не можем это все осуществить. И, как вы говорите, туризм. Так извините меня, конечно, будет туризм, если мы сами захотим и сделаем туристические базы. Но мы на это не идем. Кстати, сейчас вот недавно вернулся с Горного Алтая, и мне кажется, что там вот эта индустрия трав разных там, да, развита гораздо лучше, чем у нас. Вот маленькая республика, но мне кажется, это вот очень неплохо. Давайте вспомним сейчас еще некоторые страницы нашей истории, связанные со съездами Коми народа. Сейчас пока. Так, меня надо срочно дозиметром, меня надо научили меня. Обучение не знаю. Дальше. Меру пресечения толика. В виде домашнего ареста изменить привлечение под стражу, взятие под стражу 2 месяца. За честь срок отбывания наказания Торнику. Время его содержания под домашним арестом в период 6 апреля 2016 года по 13 июля 2018 года включительно без расчета отдельных денег нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы. На меру пресечения наказания в виде домашнего ареста изменить привлечение под стражу, взятие под стражу в зале суда. За честь срок отбывания наказания Мазурина время ее содержания по домашнему аресту Гайзера Вячеслава Михайловича, оправдать по обвинению в совершении преступления преступника нарушителя 6 статьи 290 УК Российской Федерации о преступлении совершения сверху сердиться на основании пункта 2 части 2 статьи 302 УК Российской Федерации в совершении данного преступления. Да, у нас произошла накладка, мы сейчас ее исправим. Но это тоже кадры из нашей истории. Алексей, поступают вопросы. И вопрос такой от Геннадия Марковского. В последние годы количество ребят, обучающихся по специальности туризм из районов достигло нуля, просто снизилось до нуля. Что вообще происходит? То есть вот вера в то, что туризм может стать важной отраслью для республики, она вообще исчезла? Я думаю, нет. Дело в том, что любой туризм – это очень долгие вложения денег. И для того, чтобы построить туристическую базу, туристическую какую-то тропу ту же самую, да, вот на самом деле красиво, да, мам-пупенер у нас есть, да, камни выветривания. Но для того, чтобы они были все доступны, это в любом случае нужно делать какие-то, я не знаю, общедоступные, скажем так, и цивилизованные комнаты отдыха, чтобы люди могли дойти, чтобы могли доехать на автомобиле, там, потом подняться на том же канатной дороге. Но это огромные вложения. Чтобы мне очень нравятся места, исторические места. Я туда пешком не один раз ходил. Екатерининский канал. Когда Екатерина II соединила 2 реки Волгу и Вычегду. И на самом деле места потрясающие. Да, много вообще других мест у нас есть. Но просто туризм на сегодняшний момент, сам предприниматель, сам прекрасно понимаешь, Леонид, что вложив кучу денег, это нужно в любом случае где-то их найти, где-то взять и получить через 10 лет, начинать через какую-то доходную часть, прибыль. Здесь я думаю, что государство должно вкладываться в туризм. Должно вкладываться и понимать, помогать в этом. И сами люди должны писать какие-то проекты. Ведь я честно скажу, грантовая поддержка на сегодняшний день она есть. И когда деньги уходят обратно
в Российскую Федерацию, не использовав здесь, я, честно говоря, был в шоке. Многие хотят, но многие ничего не делают. Вот, к сожалению, у нас такое и есть. Поэтому туризм, да ради бога, вот Дон-Ты, знаете Дон-Ты, это Усть-Куломский район, там очень красивые места, круглые, два круглых озера таких. Туда добраться тоже очень трудно. Там есть предприниматели, там он принимает людей. Но для того, чтобы это развить все до того, чтобы приезжали иностранцы, ну, много денег нужно потратить. У меня друзья, знакомые, хорошие, воркутинцы, они, да, принимают иностранцев, они возят на Карское море, они ездят на снегоходах и так далее и тому подобное. Но это такой мизер, это не тот бизнес, который может масштабно привлечь сюда инвестиции, деньги, людей, туристов. Тут нужно подходить именно, мне кажется, глобально. И помогать именно тем людям, которые реально хотят. Поэтому туризм ни в коем случае не... Почему не идут? Потому что на самом деле это тяжелое зарабатывание денег. Особенно вот, да, взять сейчас последний коронавирус. Это же все. Это бизнес сразу умрет. Это просто умрет бизнес. И на сегодняшний день вот кто пойдет в рискованный бизнес, вложив деньги туда? Алексей, вопрос такой болезненный, можно сказать. Я помню Валерия Маркова, и вот присутствующий здесь Игорь тоже его помнит, со времен инициативы была такая организация, куда входили яркие там люди в времен перестройки, включая Револьта Пименова. И Валерий Марков потом возглавил национальное движение. На первых порах казалось, что действительно, вот, как говорилось, что это вот мощная сила, которая может повлиять в значительной степени на возрождение какое-то, на развитие гражданского общества. Но потом, вот, на мой взгляд, он сдал национальное движение ведь, да? По сути дела, как бы он его разменял, я даже не знаю на что. Ни на что, мне кажется. Так ведь? Я бы вообще для начала считаю таким образом. И сказал так. Человек будет до победного работать на все 100%, если он, несмотря ни на что, но принял для себя решение, он будет здесь до последней минуты жизни проживать. Если у него дети будут проживать на этой земле, то человек будет делать все для того, чтобы завтра чуть-чуть жилось лучше, чем вчера. Ну, давайте вот посмотрим у многих по тем временам людей, которые были на высоте, да. К сожалению, практически все уехали с республики. Практически все дети где-то находятся или за границей, или еще где-то. Но если мы искренне любим свою родину, искренне любим свою землю, искренне хотим, чтобы завтра нашему поколению, нашим детям, внукам жилось чуть-чуть лучше, да и нам самим, тогда мы в этом случае ни в коем случае не должны допустить, чтобы мой ребенок уехал отсюда насовсем. И у меня сейчас старший учится в последний курс в Екатеринбурге. И у нас с ним четкая, конкретная стоит задача. Значит, я перед тем, как его отправлял, условие такое, что ты возвращаешься обратно сюда и здесь будешь работать. Никуда, никакие другие регионы мы рассматривать не будем. У меня еще 2 детей подрастают. И если именно таким образом каждый руководитель, который находится в общественной организации или там чиновник, именно таким образом рассуждал и жил, то я могу сказать, ведь каждый из нас пойдет на пенсию. И он прекрасно понимает, что ему нужно будет выйти на улицу и ходить, смотреть всем этим людям в глаза на пенсии. А если человек понимает и знает о том, что через какое-то время его не будет, ну, он уедет отсюда насовсем. А я знаю, что Валерий Петрович там продает квартиры, там что-то дачи и так далее и тому подобное. Ну, я считаю, это неправильно.
Это, наверное, неправильно изначально, но с учетом того, что он передал тебе. А он мне ничего не передавал. Ну да, он тебе не передал. Ну. Дело в том, что как раз мне-то ничего не было передано. Почему? Я не знаю, вы, наверное, не были в 16 году на съезде, когда реально была революция. И тогда, в тот момент, я же шел против власти и выставил свою кандидатуру. В 16 году был огромный перевес. Я очень уважаю Галину Ивановну Габушеву, но я тогда пошел против Галины Ивановны. Выставили кандидатуру Галины Ивановны на председателя общественной организации. И я выставил свою кандидатуру. Там были такие дебаты. Там был такой... Что-то, я честно говорю, в тот момент меня выводили не один раз из зала. Мне говорили, что я обязан снять свою кандидатуру. Мне угрожали. Мне говорили, что у меня будут огромные проблемы и так далее и тому подобное. Но несмотря на это, я не снял свою кандидатуру. Несмотря на это, я шел до конца. И когда мне говорили, что ты обязан сейчас встать и сказать, что я отказываюсь, я говорю, нет, такого не будет. И да, я проиграл. Галина Ивановна выиграла. 12 голосов я проиграл. 260 делегатов было, и я проиграл 12 голосов. Заметь, интересная закономерность. Я тоже, кстати, очень уважаю Галину Ивановну. Вот. И справедливость восторжествовала в обоих случаях. Галину Ивановну бесцеремонно, бессмысленно скинули с министерства, где она была замечательно просто на своем месте, и сейчас пребывает, слава богу, на своем месте. Тебе не дали избраться, где тоже ты должен был быть на своем месте, не дали избраться руководителем Коми Войтера. В итоге ты руководитель Коми Войтера, а Галина Ивановна работает министром, где вот ее прям вот ее место, и она там... Я честно хочу сказать, как вообще история была. Я никогда не забуду, когда Галина Ивановна уехала в Ленинградскую область, и тогда был, значит, Гапликов у нас, Морозов, Порядин. Я никогда не забуду, когда мне бывший министр Савтенко четко, конкретно звонит по телефону, а я написал официальную бумагу на имя главы, что общественная организация Коми Войтер, тогда как раз Братенков выступал против строительства нефтешлама-переработного комбината возле Шиле-Юра. А у меня заместитель у нас представитель и заместитель Коми Войтер, это Терентьев Олег Михайлович. Он в Бижме очень известный человек, предприниматель тоже. Он пришел и говорит: Алексей, нужно от Коми Войтера поддержать и тоже присоединиться. Я говорю, вообще проблем нет. Я написал официальное открытое письмо на имя Гапликова. Отправили мы его, разложили в интернете. На что после этого мне Савтенко звонит и говорит: Алексей Иванович, вы какое право имеете отправлять открытые письма на имя главы? Я говорю: Елена Викторовна, вы что-то попутали, наверное. Я у вас заработную плату получаю? Может быть, я ваш муж, я не знаю кто. На каком основании вы мне чего-то диктуете, какие-то мои условия? Я общественник. Вы не поверите, мы тогда сделали все с Ижватасом, с другими национальными общественными объединениями, организациями. Мы пришли к руководству. Я хочу поблагодарить, кстати, вот насчет этого Порядина, Гапликова, то, что они вернули тогда Галину Ивановну. Мы просили, мы говорили о том, что верните, наш министр должен быть Коми. Верните Галину Ивановну. И тогда мы тогда объединились, Ижватас, Николай Васильевич, царство небесное ему, Коми Войтер, значит, все остальные общественные организации, которые были в Доме дружбы, и другие, даже, кстати, я могу сказать, и дагестанцы, и так далее. Мы все тогда объединились. И реально они услышали, они поняли. И Галину Ивановну тогда пригласили обратно. Ну, это был просто вот худший акт отрицательного отбора, когда ее убрали, как раз вот вопиющий. Причем даже непонятно, для чего это сделать. Это вот просто какое-то самодурство. Да, вот пришел Гапликов и решил, ну вот надо всех поменять. Вот всех поменяем. Вот, и слава богу, хотя бы это было отыграно. Но, к сожалению, очень многие вещи отыграть не удалось, и ситуация во многом не улучшается.
И сейчас те назначения, да, и те выдвижения, которые происходят, они происходят, само целеполагание очень многих вещей, оно носит характер отрицательного отбора. К сожалению, та же Галина Ивановна не стала спикером парламента, а это было бы очень хорошо, если бы она им стала. Это был бы человек, который мастер компромисса, и действительно были бы выслушаны все мнения, и те независимые депутаты, которых стало больше в этом парламенте, были бы ею услышаны. И как-то она могла бы находить какую-то более взвешенную линию, чем то, что будет происходить. Я думаю, да, не хочу быть плохим пророком, я думаю, будет происходить сейчас. В общем, к сожалению, этот процесс, он запущен, он неостановим, и он продолжается. И я очень надеюсь на то, что именно с национальных организаций, с коми-национальных организаций, ну не только, а вообще с организаций коренных народов во многом, потому что есть еще у нас и Уссылемы, вот, начнется то самое возрождение гражданского общества, которое необходимо, без которого не будет запущен позитивный отбор. А позитивный отбор – это жизненная необходимость. Выдвижение лучших, выдвижение тех, кто заинтересован в республике, людей мотивированных, тех, кто будет жить, будет здесь что-то строить, тех, у кого горят глаза, это необходимость, которая нужна просто для нормальной жизни, просто для того, чтобы нас бесконечно не грабили, не унижали и не подвергали каким-то дурацким испытаниям, то московским мусором, то, значит, возможным вот сейчас вот мытьем золота в ЮГ-2. Это необходимо, потому что только мотивированные, сильные, инициативные люди смогут всему этому противостоять. Это было очередное ток-шоу «Отрицательный отбор». И в студии Револьцентра был у нас сегодня Алексей Габов, лидер движения Коми-Войтер. Спасибо. Аттезавыджит Стабурса. Песенка о нелегкой жизни в республике Коми. А мы побили в Коми все рекорды. И пусть народ мы маленький, но гордый, у нас есть достижения и успехи, хоть всем нам достается на орехи. Вот взять ковид, противная зараза, мы пальму первенства себе забрали сразу. Да, это верно, мы еще не в коме, но все равно вы равных не найдете коми. А в Сыктывкаре стадион сломали, взамен его построить новый обещали. Как только свистнут раки на горе, пока в хоккей гоняем во дворе, переселить из ветхого жилища мы вам построим новые домища. А с ними даже самая беда. Наш лозунг «Лучше поздно, чем никогда». А в Коми отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. А мэры наши, что наворотили, они старались, но в тюрягу угодили, а население снизилось на треть. Что лучше, убежать или умереть? Налоги в Коми платим мы исправно, но их судьба постыдна и бесславна. Порадуйтесь такому озорству. 2/3 отправляются в Москву, а в Коми отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. В Инте все шахты как одну закрыли, и угольной теперь не будет пыли. Взамен московский мусор нам сулят, но Коми его нюхать не хотят. Хотят, чтоб мы природу полюбили, чтоб заповедник ЮГ-2 закрыли. Там золото мы лучше будем мыть,
Зачем природу матушку любить? А в коме отрицательный отбор. То идиот, то троечник, то вор. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают. Других сюда теперь не посылают, и тротуар зимой не посыпают.